Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. 12 января прокуратура России празднует 302-ю годовщину со дня своего образования. За свою долгую историю прокуратура накопила бесценный опыт, имеет уникальные полномочия. Мы поговорим о функциях и задачах органов прокуратуры, ее истории, о принимаемых прокурорами мерах по защите прав граждан, противодействия преступности. Наш гость в студии Алексей Башмаков, заместитель прокурора Республики Саха-Якутия. Алексей Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Ну и прежде всего об истории прокуратуры, о ее создании и, собственно, о том, какой путь она проделала за это время. Вы в вступительном слове действительно правильно отметили о том, что сегодня прокуратура отмечает 302-ю годовщину. Это 4-е столетие существования органов прокуратуры России, которая выполняет самую важную на территории нашей страны задачу – охрану закона и обеспечение верховенства закона на территории всей Российской Федерации. Прокуратура начинает свой отчет с 12 января 1722 года, когда высочайшим именным указом Петра I была учреждена должность генерал-губернатора и первым генерал-прокурора, и первым прокурором был Ягужинский. В том же 722 году в Якутске была учреждена должность уездного, а затем областного стряпчего блюстителя законности. Поэтому и на территории нашей республики прокуратура тоже начинает свой отчет с 1722 года. На протяжении всей длительной и долгой истории, насыщенной и богатой с момента создания прокуратуры, этот надзорный орган имел и взлеты, и падения. Когда наша российская государственность имела наибольшую силу, тогда и укреплялась прокуратура. К сожалению, имели место и годы, когда после революции в начале XX века на несколько лет Временное правительство пыталось полностью избавиться от органов прокуратуры, и был период, когда 4 года в молодой России не было прокуратуры. Но потом руководство страны пересмотрело свое отношение и все-таки поняла, что без надзорного ведомства сильная страна и сильное государство построить невозможно. Поэтому была возобновлена прокуратура, и в конце 1922 года она была вновь образована. И первым прокурором, если говорить про Якутию, был назначен Александр Дмитриевич Стефанюк. И с 1925 года начали утверждать штатных участковых прокуроров в округах. За 100 лет существования вновь созданной прокуратуры республики на посту прокурора работало 20 человек. 20 руководителей. И на должность прокуроров всегда назначали людей очень ответственных, справедливых, грамотных и профессионально подготовленных. Потому что должность прокурора субъекта – это очень ответственная должность, которая за собой скрывает большую ответственность за судьбы людей. Потому что прокурор прежде всего защищает права граждан, общества и государства. В новейшей истории прокуратуры нужно отметить, что в законе о прокуратуре внесены были такие новеллы, как исключение подмены органами прокуратуры других контролирующих органов. Прокуроры перестали надзирать непосредственно за гражданами. В период СССР такое было. Сейчас мы занимаемся только обеспечением законности в деятельности государственных учреждений, в деятельности коммерческих организаций. И, безусловно, самой главной задачей – это защита прав наших граждан и их восстановление. Буквально 19 декабря прошлого года мы в республике отмечали 80-летие Василия Васильевича Колмогорова, который в свое время был прокурором республики, а потом стал заместителем генерального прокурора. Это очень выдающийся человек. Ему, кстати, посвящена будет отдельная программа, которая сегодня также выйдет в эфире. И при встрече с коллективом прокуратуры республики Василий Васильевич поделился очень интересными моментами из своего опыта, из своего прошлого, из своей работы. И те молодые специалисты и работники
прокуратуры с опытом, ветераны, которые пришли навстречу 26 декабря прошлого года в прокуратуру. Они с интересом слушали о том, какие были достижения в период работы Василия Васильевича. Поэтому история прокуратуры очень насыщена, и каждый прокурор республики внес вклад в дело соблюдения законности и правопорядка на территории нашего региона. Нужно отметить и таких руководителей, как Федоров Михаил Михайлович, Каратаев Николай Нифонтович, Петраков Анатолий Дмитриевич, Политинский Николай Егорович и Мельников Николай Васильевич. Мы всегда с большим уважением и благодарностью вспоминаем наших руководителей, и память о них увековечена в музее прокуратуры, который посещается как школьниками, студентами, так и ветеранами. Очень познавательные материалы собраны в этом музее, которые отражают историю прокуратуры России в целом и историю образования прокуратуры и ее деятельности на территории нашего региона. Ну и говоря о работе прокуратуры, каким образом прокуратура добивается устранения выявленных нарушений, какие, условно говоря, рычаги ею применяются? В целом деятельность прокуратуры регулируется федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации. И основной целью, как я уже сказал, это обеспечение верховенства закона на территории всей Российской Федерации, защита прав, свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Прокуратура имеет ряд полномочий в своем арсенале, предусмотренном законом о прокуратуре Российской Федерации, иными нормативными актами, Уголовно-процессуальным кодексом, Гражданско-процессуальным кодексом, Арбитражным кодексом, на основании которых при выявлении нарушений закона прокурор реагирует. Но самая распространенная мера реагирования, которую применяет прокурор в своей деятельности повседневной, это представление прокурора об устранении нарушений закона. Если поступает обращение в прокуратуру гражданина, либо в ходе проверки прокурор выявляет нарушение, то итогом проверочных мероприятий является представление, в котором прокурор указывает на конкретные нарушения норм закона и выносит его тому должностному лицу, которое его это нарушение уполномочено устранить. И самое главная задача прокурора в настоящих условиях — добиться не просто внесения акта реагирования по выявленному нарушению, а восстановить конкретные права граждан. Пример. Обращаются граждане, которые пострадали от недобросовестных застройщиков в рамках долевого строительства. Наша задача не просто наказать виновного, а добиться того, чтобы люди, которые обратились, получили свое законное жилье, несмотря на то, что у подрядчика, у застройщика могут быть субъективные, объективные проблемы. Если на себя этот застройщик взял обязательство построить в установленный срок жилое помещение, то он обязан его выполнить. Поэтому прокурор, добиваясь защиты прав граждан, в каждом случае добивается полного восстановления права гражданина, которое положено ему по закону. Будь то получение жилого помещения, будь то погашение заработной платы, либо человек указывает на нарушение жилищно-коммунальных условий в его жилом помещении. И в этом случае прокурор своими полномочиями добивается полного устранения нарушений. Банальный пример — восстановления тепла в жилом помещении. То есть не просто прокурор внес акт реагирования, а добился того, чтобы человек понял, чтобы человек увидел результат. И всегда прокуратура в настоящее время обеспечивает обратную связь с заявителями, выясняя, действительно ли права гражданина восстановлены, и если идет какой-то сбой, то прокурор дальше вмешивается до тех пор, пока нарушение не будет устранено и права гражданина не будут реально восстановлены. Помимо представления, еще прокурор может обратиться с иском в суд в интересах граждан, которые не могут себя защитить самостоятельно. Вместе с тем есть и категории граждан, в отношении которых прокурор обращается в суд при наличии обращения. Обязательно участие прокурора в делах о выселении. Поэтому, если
граждане переживают, что защиты не будет и их кто-то незаконно выселяет, то прокурор всегда стоит на страже их прав и обеспечивает участие в судебном заседании. Прокурор протестовывает незаконные нормативные правовые акты, как на уровне региональной власти, так и на уровне муниципальной власти, принимаемыми органами власти субъектового значения, либо на муниципальном уровне. Прокурор может возбудить дело об административном правонарушении и провести административное расследование. То есть достаточно широкий круг полномочий, благодаря которым прокурор может восстанавливать и восстанавливает нарушенные права граждан. Вот вы рассказали о конкретных случаях обращений граждан, но в прокуратуру поступает очень много обращений. Можете ли вы в целом рассказать процедуру работы с этими обращениями? Да, действительно, в органы прокуратуры поступает очень много обращений, и за прошедший год в прокуратуру республики поступило около 30 тысяч обращений граждан. И из года в год число обращений растет, потому что люди видят в прокуратуре действительно реальную защиту, и увеличение количества обращений свидетельствует о росте доверия к органам прокуратуры. Основную массу, безусловно, составляют обращения, связанные, как я уже сказал, с нарушением в области жилищно-коммунального хозяйства, нарушение прав граждан на своевременную оплату труда. Очень много обращаются в связи с необоснованными действиями судебных приставов, по мнению заявителей. Около 15% разрешенных прокурорами обращений связаны с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Прокуроры также надзирают за законностью дознания, предварительного расследования, оперативно-розыскной деятельности. И граждане, зная об этом, также обращаются в органы прокуратуры, и в сфере уголовного преследования прокуроры тоже при наличии нарушений, при выявлении реагируют в рамках предоставленных полномочий. Что ж, Алексей Александрович, и в завершение ваши пожелания коллегам в связи с праздником. Прежде всего, я желаю здоровья, я желаю семейного благополучия работникам, потому что работа в прокуратуре очень напряженная и требует больших усилий, больших временных затрат. И, по сути, работники прокуратуры работают, не считаясь личным временем. И нужно отдать должное семьям прокуроров, которые принимают это с должным терпением и помогают прокурорам осуществлять свои полномочия. Безусловно, я хочу выразить благодарность и ветеранам органов прокуратуры, которые очень много сделали для прокуратуры, в том числе для прокуратуры республики. Они до сих пор делятся своим опытом, постоянно его передают. И тот вклад, который они внесли, позволяет нынешним прокурорам двигаться вперед с еще большей интенсивностью и результативностью. Поэтому, уважаемые коллеги, ветераны, искренне от всей души, от коллектива, от руководства прокуратуры Республики Саха-Якутия поздравляю вас с профессиональным праздником 12 января, Днем образования прокуратуры России. Что ж, ну а мы в свою очередь присоединяемся к вашим пожеланиям, поздравляем вас лично и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.